Чудеса Корана. Научные феномены Корана. «14 веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал Коран, Писание, указывающее человечеству путь истины, и предписания которого будут оставаться неизменными для людей вплоть до конца света и дня Господнего суда. Бесчисленное количество фактов указывает нам на божественную суть ниспосланного Писания. Неповторимый художественный стиль Корана и заключенная в нем высшая мудрость, сокровенные знания и уникальные научные феномены, отсутствие каких-либо несоответствий в колоссальном тексте Писания, знания, которые недоступны нашему пониманию и по сей день являются собой неопровержимые свидетельства того, что эта книга поистине есть Слово Всевышнего Господа. Однако наряду с этими особенностями в Коране содержится множество удивительных феноменов, которые также еще раз доказывают нам его божественное происхождение. Многие уникальные научные факты, сообщенные в Коране еще 14 веков тому назад, были открыты и изучены учеными только в наши дни. В период ниспослания Корана человечество еще не знало такого понятия, как наука и научные исследования. Знания о Вселенной и о природе основывались на языческих представлениях и невежественных вымыслах. К примеру, в те времена среди людей бытовало представление, что Земля плоская, а небо держится на верхушках гор и не падает только благодаря им. Однако ниспослание Корана изменило весь ход развития истории человечества. Аллах — тот, кто вознес небеса без опор. Слова Корана разрушили все примитивные представления арабов о сути мироздания. Коран нес людям знания во всех областях науки, от сотворения Вселенной до сотворения человека, строения атмосферы и гармонии всех законов физики. Коран сообщал о том, о чем люди не имели даже никакого представления. И чем глубже наука изучает строение жизни, тем поразительнее становится высшая мудрость Корана и непостижимый божественный замысел строения каждой детали Вселенной. Сотворение Вселенной. Еще в начале 20-го столетия в научном мире господствовала единая точка зрения, согласно которой Вселенная имеет статичную структуру, не имела ни начала, ни конца. Это мнение было распространено в научном мире на протяжении очень долгого времени. До тех пор, пока на повестке дня не появилась теория, сокрушившая все основы астрономии. Биг Бэнг, то есть теория Большого Взрыва. Вселенная произошла одномоментно, в результате мощнейшего взрыва. Теория Большого Взрыва доказывала возникновение Вселенной из небытия в результате колоссального взрыва одной точки в момент нулевого времени, происшедшего около 15 миллиардов лет тому назад. До момента Большого Взрыва в пространстве не было никакой субстанции, которую можно было бы назвать материей. Среда, в которой нет ни вещества, ни энергии, ни даже времени, метафизически характеризуется как небытие. Возникновение вещества, энергии и времени, составляющих нашу Вселенную, произошло в один миг и со стремительной скоростью. Эта великая истина, установленная физиками лишь в 20 веке, была сообщена человечеству в Коране 1400 лет тому назад. Он — тот, кто сотворил небеса и землю из небытия. Расширение Вселенной. Исследования, расчеты и наблюдения ученых, проводимые с использованием передовых технологий нашего времени,
открывают перед человечеством множество тайн мироздания. И одна из них – это непрерывное расширение нашей Вселенной. Впервые теоретическое предположение о том, что Вселенная претерпевает постоянное развитие и при этом расширяется, было выдвинуто в начале XX века русским физиком Александром Фридманом и бельгийским астрономом Георгом Леметром на основании приведенных ими расчетов. Это предположение получило свое экспериментальное подтверждение в 1929 году в Соединенных Штатах Америки в обсерватории Маунт-Уилсон, штат Калифорния. Американский астроном Эдвин Хаббл, наблюдая за небесной сферой через мощный телескоп, обнаружил удивительное явление. Звезды и галактики непрерывно удалялись друг от друга. Данное открытие стало поворотным моментом в истории науки и всколыхнуло весь научный мир. Поскольку если небесные тела непрерывно удалялись друг от друга, то это означало, что и Вселенная непрерывно расширялась в размерах. Этот процесс можно пояснить на таком примере. Если нанести на воздушный шарик точки и начать надувать его, то точки на шарике будут все более удаляться друг от друга. Так происходило и со звездами во Вселенной. 14 веков назад, когда был ниспослан священный Коран, еще не существовало ни сколь-либо развитой науки, ни технологий. Никто из людей еще не замечал и не осознавал этого факта. Но в Коране ясно говорилось о расширении Вселенной. «Мы воздвигли небо великой силой, и ведь мы его расширяем». Сотворение из глины. Тело человека. Удивительный совершенный проект, детали которого так до сих пор и не изучены до конца. Ученые, изучающие строение человеческого тела с использованием последних технологических приборов, приходят к поразительным открытиям. Одно из них – строение тканей в человеческом организме. В тканях человеческого организма присутствует 26 элементов. Причем 6 из них присутствуют в очень большом объеме. Углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера. Перечисленные 6 элементов составляют 95% ткани человека, что является доказательством очень важной истины. Человек сотворен из глины. Поскольку все основополагающие неорганические химические элементы, составляющие ткани человеческого организма, присутствуют в Земле в свободном состоянии или же в виде соединений. Первый человек был сотворен Всевышним Аллахом из глины. Аллах придал ему форму и вдохнул в него душу. Это чудесное явление так описывается в Коране. «И сказал ваш Господь ангелам: истинно, я сотворю человека из глины. Когда я придам ему форму и вдохну в него от моего духа, тогда склонитесь вы перед ним». В другом аяте Аллах сообщает так: «Истинно, мы создали человека из очищенной глины».
Наука установила, что основные вещества, составляющие глину в свободном состоянии, и ткани человеческого организма состоят из одних и тех же элементов. Факты, установленные современной наукой, еще раз подтверждают истинность того, что было ниспослано в Коране 1400 лет тому назад. Отпечатки пальцев. Давайте представим себе, сколько людей живет сейчас на Земле и сколько жило за всю историю существования человечества. Отпечатки пальцев каждого из этих людей совершенно отличны. Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев – разница. Поскольку в рисунке отпечатка пальца присутствует особый неповторимый дизайн. Рисунок на пальце приобретает свою окончательную форму еще до рождения ребенка на свет, в утробе матери, и если не произойдет каких-либо серьезных повреждений кожи рук, остается неизменным на протяжении всей жизни. Именно по этой причине отпечатки пальцев каждого человека являются неповторимой особенностью каждого человека, своего рода удостоверением личности. Ученые установили эту важнейшую особенность человека лишь в конце XIX века. В Коране, ниспосланном за 14 веков до этого открытия, обращается внимание на следы от пальцев. В то время человечество не имело и малейшего представления о столь тонких особенностях и деталях строения человека. Неужто думает человек, что мы не сможем собрать его костей после смерти? Истинно, мы мощны собрать и вновь устроить по порядку даже кончики его пальцев. Шарообразность Земли. Он сотворил небеса и землю поистине. Он обвивает ночью день, и днем обвивает ночь. Весьма примечательное высказывание, употребляемое в аятах Корана, характеризующее строение земли. Употребленное в Коране арабское слово «таквир» переведено в вышеупомянутом аяте как «обвивает», означает обвивание неким телом или чем-либо округлой поверхности другого тела. Таким образом, в аяте указывается на округлую форму Земли, которую ночь и день обвивают собой, сменяя друг друга. Тогда как во время ниспослания Корана у людей бытовало представление о плоском строении Земли. Предположение о круглом строении Земли стали высказывать через много веков после ниспослания Корана. Сведения об округлости Земли, ниспосланные в Коране, являются еще одним подтверждением из множества доказательств того, что Коран является откровением Всевышнего Аллаха, Творца всех миров. Функции гор. В одном из аятов Корана особо указывается на очень важную функцию гор в строении Земли. Горы обладают особенностью предотвращать сотрясение Земли. Мы на земле установили прочно стоящие твердыни гор, чтобы она не колебалась. Сегодня геологи доказали эту особенность функций гор на Земле. Еще до начала 20 века ученые полагали, что горы
являются всего лишь возвышениями, оставшимися на поверхности Земли в процессе ее формирования. И только в 20 веке была установлена очень важная особенность гор. Горы не являются только возвышениями на поверхности Земли. Оказалось, что у гор есть корни внутри земной твердыни. И они подчас в 10-15 раз превышают высоту горы на Земле. К примеру, корни горы Эверест, достигающие 9000 метров над поверхностью Земли, вглубь Земли простираются более чем на 125 тысяч метров. Корни гор возникают в результате столкновения больших плит, составляющих земную кору. В момент столкновения двух таких слоев более прочный из них располагается под другим. Слой, оказавшийся на поверхности, постепенно образует складки, которые приводят к образованию гор и возвышенностей. Что же касается нижнего из двух столкнувшихся слоев, то он, продолжая двигаться под землей, приводит к возникновению глубоких ответвлений, которые, собственно, и становятся корнями гор. Подобно тому, как мы наблюдаем наличие горных массивов над земной поверхностью, точно так же происходит образование глубоких горных массивов, двигающихся вглубь земного шара. Горы в местах смыкания пластов земной поверхности простираются как над поверхностью Земли, так и под ней, как бы скрепляя друг друга. Благодаря этой особенности горы можно уподобить гвоздям, которые прочно держат плиты земной коры, словно доски, скрепленные ими друг с другом. В одном из аятов Корана упоминается о такого рода явлении в горообразовании. «Разве мы не сделали землю ложем твердым и горы сваями для нее?» Нельзя даже предположить, что подобные знания были доступны людям, жившим в эпоху ниспослания Корана. Если бы горы не обладали такими особенностями, на нашей планете никогда не собиралась бы земля. Вода не могла бы скапливаться в земле, не росли бы растения. Иными словами, жизнь на земле была бы невозможна. Но Всевышний Аллах своей милостью определил горам функцию, благодаря которой жизнь на земле стала возможной. Капля из смеси. Знаете ли вы, каким образом происходит зарождение новой жизни в утробе матери? Оказывается, что прежде чем сперматозоиды, попавшие в организм матери, достигнут яйцеклетки, им приходится проделать долгий и трудный путь. Во время полового контакта мужчина одномоментно извергает в среднем около 250 миллионов сперматозоидов, однако во время пути в организме матери только 1000 их успешно достигает яйцеклетки. Через 5 минут этот марафон сперматозоидов закончится, и материнская яйцеклетка размером с половину крупицы соли примет только один сперматозоид. Однако совсем недавно учеными-эмбриологами был установлен удивительный факт. Оказывается, яйцеклетка принимает не весь сперматозоид целиком, а лишь его маленькую частицу, являющуюся сутью будущего человека. Этот факт так описывается в Коране. Неужели думает человек, что он оставлен один без присмотра? Разве не был он каплей воды из семени, источаемого? Обратите внимание, в Коране сообщается, что человек сотворен не из всего семени, а лишь из выделенной из нее мельчайшей капли. Современная наука доказала и приняла как истину этот факт. Три фазы развития плода в материнской утробе. Он творит вас в утробах ваших матерей одним творением после другого в 3 мраках.
Таков Аллах Господь ваш, Ему принадлежит власть, нет божества кроме Него. Но все же до чего отвращаетесь вы? В Коране сообщается о том, что ребенок претерпевает в материнском чреве 3 стадии развития, которые отличаются одна от другой. И действительно, современные биологические исследования подтверждают, что зародыш проходит в утробе матери 3 различных эмбриональных фазы, в точности, как сообщается в аяте, одним творением после другого в 3 мраках. Темень чрева, темень матки, темень рождения. Кроме того, в аяте сообщается, что эмбрион человека проходит через 3 различных стадии развития. В фундаментальном эмбриологическом издании, каковым являются основы эмбриологии человека, этот процесс описывается следующим образом. Жизнь плода в матке матери проходит 3 стадии. Предэмбриональная – первые 2,5 недели, эмбриональная – до конца 8-й недели и фетальная – от 8-й недели до родов. Процесс развития плода в чреве матери был установлен лишь в наши дни при использовании современных технологических средств и аппаратуры. Однако, как мы имели возможность убедиться, это положение было приведено в Коране еще 14 столетий тому назад, подобно многим иным знаниям, приводимым в этой книге и признанным позднее в качестве научных истин. В период, когда люди не обладали еще даже основами медицинского знания, в Коране были приведены чрезвычайно ясные и верные данные относительно первоначального развития зародыша человека вплоть до его появления на свет, что, несомненно, еще раз ясно указывает на то, что Коран – это слово Аллаха, Всевышнего Создателя и Господа всех миров. Развитие органов эмбриона человека. Развитие человека в утробе матери является собой подлинное чудо. Уже на 22-й день беременности, когда ребенок находится в утробе матери в виде эмбриона, у плода начинают формироваться уши. На 4-м месяце беременности уши ребенка сформированы и функционируют в полной мере. После этого периода эмбрион уже слышит все, что происходит в утробе матери. Таким образом, органы слуха развиваются у ребенка гораздо ранее, чем все остальные жизненные функции. Весьма примечательна в этом случае очередность развития органов человека в утробе матери, приводимая в Коране. Он тот, кто сотворил вам слух и зрение и сердца. Но как мало вы благодарны! Аллах извел вас из утробы ваших матерей, когда вы еще ничего не знали, и даровал вам слух и зрение и сердце, чтобы вы, быть может, могли быть Ему благодарны. Следует особо упомянуть, что в Коране Аллах указывает на определенные органы чувств все время в определенном порядке. Слух, зрение и разум. Как оказалось, органы чувств ребенка развиваются именно в этой последовательности. Иными словами, установленный современной наукой порядок развития органов человека ясным образом описывается в Коране. Тайна, сокрытая в железе. В Коране особо упоминается один химический элемент – железо.
суре Аль-Хадид, что в переводе означает «железо», сообщается: «Мы низвели железо вам, в котором сильное зло, но и многое польза для людей». Упомянутое в аяте слово «низвели» можно перевести как «дано в пользование человеку». Однако это слово имеет еще и иное значение, показывающее, что аят несет в себе удивительный научный феномен. Это значение можно перевести как физическое низвержение с неба, к примеру, дождя или солнечных лучей. И если принять во внимание это буквальное значение рассматриваемого выражения, то есть физически спустить железо с неба на землю, то становится понятен важнейший научный феномен, заключенный в этом аяте. Дело в том, что согласно открытиям современной геологии и астрономии, существование на Земле месторождений железной руды объясняется космическим происхождением. Ученые предполагают, что железо появилось на Земле с гигантских звезд, расположенных в космических далях. Причем не только на Земле, но и во всей Солнечной системе железо появилось из внешнего космоса, ибо температура Солнца недостаточна для возникновения железа как химического элемента. Железо может быть образовано лишь в условиях сверхвысоких температур, измеряемых несколькими сотнями миллионов градусов, что возможно лишь в ядрах звезд, которые по своим размерам значительно превышают размеры нашего Солнца. В момент, когда железная масса внутри этих гигантских звездных тел, которым было дано название новых и сверхновых звезд, достигает критической массы, звезда оказывается уже не в состоянии держать в себе этот груз, и железная масса, переполняя звезду, взрывает ее изнутри. Образующиеся в результате такого взрыва метеориты, заключающие в себе массы железной породы, рассыпаются в космическом пространстве и, попадая в поле тяготения одного из небесных тел, вращаются в пространстве до тех пор, пока не упадут на его поверхность. Из всего этого следует, что железная руда имеет неземное происхождение и попадала на Землю из внешнего космоса, то есть была низведена на Землю, как это и указывается в Коране. Совершенно очевидно, что в 7 столетии, когда Коран был ниспослан на землю, установить этот факт научным путем было невозможно. Эти сведения могли быть лишь откровением всеведущего Аллаха, обладателя беспредельной мудрости и знания. Орбиты и вращающаяся Вселенная. Во Вселенной существует около 200 миллиардов галактик. И в каждой из этих галактик существует в среднем до 200 миллиардов звезд. У большинства из них имеются планеты, которые, в свою очередь, имеют спутники. Все эти космические тела движутся по точно рассчитанным орбитам. Вот уже миллионы лет каждый из этих небесных тел движется по определенной орбите, в безупречном порядке, согласуя свои движения с движениями других тел во Вселенной. Звезды, планеты и их спутники вращаются как вокруг самих себя, так и вместе с той космической системой, в состав которой они входят. Словно механизмы колоссального завода, работающие в совершеннейшей гармонии и порядке. В процессе этого всеобщего движения ни одно из миллиардов космических тел, находящихся во Вселенной, не сталкивается с другим, и пути их движения никогда не пересекаются. Орбиты движения небесных тел основываются на чрезвычайно точном равновесии, так что даже миллиметровое изменение их способно стать причиной полного нарушения всего космического равновесия и крушения системы. В одном из астрономических исследований приводится такой возможный сценарий последствий отклонения траектории вращения Земли на 3 мм более или менее существующей орбиты. Земля, непрерывно вращаясь вокруг Солнца,
прочерчивает такую орбиту, что через каждые 25 километров она отклоняется от своей прямой линии на 2,8 мм. Орбита, очерчиваемая Землей, не нарушается ни на толщину волоса, ибо даже 3-миллиметровое отклонение от орбиты породило бы большие природные катаклизмы. Если бы отклонение было не 2,8 мм, а 2,5, то орбита была бы слишком широкой, и мы все замерзли бы. А если бы отклонение орбиты составляло 3 мм, то все люди умерли бы от нестерпимой жары на Земле. Эти факты были установлены только лишь в 20 веке, благодаря прогрессу астрономической науки и модернизирующимся средствам наблюдения за небесной сферой. Однако информация о движении небесных тел во Вселенной по определенным орбитам была сообщена людям в Коране еще 14 веков назад. «Клянусь небом, устроенными на нем путями звездными и заданными орбитами». В другом аяте сообщается: «Он тот, кто создал ночь и день, и солнце, и луну, и каждому из них назначил плыть по своей орбите». Согласно расчетам астрономов, Солнце движется по орбите, именуемой Solar Apex, в направлении звезды Вега с колоссальной скоростью, равной 720 тысячам километров в час. Как сообщается в Коране, «И солнце вершит свой путь к месту, установленному для него, и в срок, определенный для него». Люди той далекой эпохи, когда Коран был ниспослан Всевышним Аллахом на землю, конечно же, не имели в своем распоряжении мощных телескопов, развитых технологических средств наблюдения, способных обозревать космическое пространство, простирающееся на миллионы и миллионы километров от Земли. Иными словами, в то время человечество не могло с научной достоверностью установить строение небосвода и небесных тел, существование орбит вращения и космических путей. Тем не менее, в священном Коране эта истина была ясно сообщена людям, ибо поистине Коран есть откровение Аллаха. Вращающийся небосвод. Клянусь небом вращающимся. Слово, переведенное в тексте Корана как «вращающийся», означает также и «вращающий вспять», «возвращающий», что также раскрывает удивительный научный феномен Корана. Как известно, атмосфера, окутывающая Землю, состоит из многих слоев. Каждый слой выполняет определенную функцию в жизнедеятельности Земли. Экспериментальным путем было установлено, что каждый слой обладает свойством отражения приближающихся к нему тел или лучей в космос или на земную поверхность. Например, слой тропосферы, расположенный на высоте 13-15 километров от Земли, конденсируя пар, испаряющийся с земной поверхности, способствует его возвращению на Землю в виде дождя. Озоносфера, составляющая нижний слой стратосферы, расположенный на высоте 25 километров от поверхности Земли, способствует отражению в космос радиации и вредоносных ультрафиолетовых лучей, поступающих оттуда. Слой ионосферы способствует трансляции радио и телесигналов на дальние расстояния, рассеивая как спутник в различные части земной поверхности радиоволны, распространяемые с земной поверхности, благодаря чему теле- и радиоволны, а также сигналы мобильных телефонов могут действовать на очень больших расстояниях. Слой магнитосферы, в свою очередь, способствует отражению в космос вредных радиоактивных частиц, испускаемых Солнцем и другими звездами, не подпуская их близко к Земле.
То, что о слоях небосвода, открытых человечеством лишь в недалеком прошлом, было сказано в Коране еще 14 столетий тому назад, также является одним из свидетельств божественной сути священного Корана. Тяжесть облаков. Созерцая в ясный солнечный день воздушные кучевые облака, плывущие по небу, мы и представить себе не можем, сколь тяжелы эти массы водных испарений. Вес их достигает колоссальных показателей. К примеру, в грозовых облаках собирается до 300 тысяч тонн воды. Нельзя не поразиться удивительному строению небес, способных с легкостью удерживать массу весом в 300 тысяч тонн. В Коране в ряде аятов указывается на эту особенность облаков. Он, тот, кто благовестом своим посылает ветры пред тем, как вам явить свое благоволение. Когда ветра поднимут тяжесть туч, мы гоним их на землю, что мертва от суши, и с ними низводим воду на нее, чтобы взрастить ею всякие плоды. В период ниспослания Корана люди еще не могли обладать знаниями о тяжести облаков. Эти знания были получены учеными лишь в недавнем прошлом. Подобные упоминания в Коране также являются одним из бесчисленных знамений божественного ниспослания Корана. Самка пчелы. В пчелиных ульях непрерывно кипит работа. Пчелки трудятся, не зная ни минуты отдыха ни днем, ни ночью, но, оказывается, трудятся только пчелки. Ибо самцы пчел не делают в улье ничего. Они не участвуют в чистке улья, не собирают пыльцу для производства меда, не участвуют в строительстве ульев и сот. Единственная функция самца пчелы в улье – это оплодотворение королевы пчелы. Собственно говоря, они не обладают более никакими иными способностями, кроме этой. Они не умеют делать ничего из того, что делают другие пчелки. Тогда как рабочие пчелки несут на себе всю тяжесть работы в колонии. Они и убирают улей, ухаживают за новорожденными пчелами, готовят корм для других рабочих пчел. Они летают по полям и собирают с цветов пыльцу, перетаскивают ее в улей. Эти пчелки тоже самки, как и королева пчела, но только с одной разницей. У них не развиты детородные органы, то есть они бесплодны. Примечательно то, что сообщается об этих особенностях пчел в Коране, в суре «Пчелы». «Внушил Господь твой пчеле, устраивай себе жилище в горах, в деревьях и в людских постройках. Питайся всякими плодами, летай смиренно по путям, устроенным твоим владыкой. Из внутренности их питье выходит сладкое, что различается по цвету, в котором польза для людей. И здесь поистине знамение для тех, кто размышлениям предается». В этом аяте сокрыта очень интересная особенность, понятная в свете морфологии арабского языка. В арабском языке из формы употребляемого глагола можно отличить мужской и женский род подлежащего. В этом аяте использованные глаголы указывают на женский род подлежащего, то есть на самок пчел. То есть в Коране ясно сообщается, что все перечисленное в пчелином улье исполняют самки пчел.
Однако напомним, что определение пола насекомого стало возможным, пожалуй, только в наши дни при помощи биологических наблюдений. Тот факт, что в ульях пчел работают только самки, был экспериментально обнаружен только в нашем столетии. Коран же сообщил людям об этом за 14 веков до этого открытия. Не правда ли? Это ли не феномен Корана? Относительность категории времени. Относительность категории времени на сегодняшний день является абсолютно доказанным фактом. В начале 20 века Альберт Эйнштейн впервые доказал эту истину, обретя мировую известность именно благодаря этому открытию. До открытия Эйнштейна человечество еще не осознавало относительности категории времени, его изменчивости и зависимости от физических условий. Но Эйнштейн доказал, что время отнюдь не абсолютно. Оно лишь относительная категория, зависящая от массы тела и его скорости. Однако истина относительности категории времени, доказанная Эйнштейном, была сообщена людям в Коране за 1300 лет до этого открытия. Поистине, один день перед Господом твоим, как 1000 годов, которым вы счет ведете на земле. Он сводит свое повеление о каждом деле с небес на землю. Потом оно вновь к нему восходит в день длиною в 1000 лет по вашему исчислению. Мера дождя. Согласно расчетам метеорологов, с земной поверхности ежесекундно испаряется 16 миллионов тонн воды. За год это количество достигает 505 триллионов тонн. Однако количество дождя, выпадающего ежегодно на поверхность Земли, составляет точно такую же цифру. То есть в природе осуществляется равномерный, постоянный круговорот воды в строго установленных пропорциях. Жизнь на Земле обеспечивается благодаря природному круговороту воды. Даже при использовании человеком всех суперсовременных технологических возможностей он никогда не сможет хотя бы частично искусственно воспроизвести этот круговорот. Однако это удивительное равновесие воды в природе было установлено только лишь в недавнем времени, тогда как Божественный Коран сообщил людям эту истину еще 14 веков назад. Он тот, кто с неба дождь низводит в должной мере. Ею он воскрешает мертвую землю и рассеивает по ней жизнь. Так вот и вы будете воскрешены из могил. Жизнь на земле возможна только благодаря столь совершенному круговороту воды. Малейшее количественное изменение природного круговорота воды, даже на короткий период, приведет к тяжелому нарушению экологического равновесия, гибельным для всего живого последствиям. Однако этого никогда не происходит. Дождь, как сказано нам в Коране, будет каждый год выпадать в одинаковом, необходимом для нас количестве. Границы морей. В VII веке нашей эры, когда люди еще не имели никаких знаний о морях и океанах, в Коране сообщается весьма примечательная информация о строении морей и глубине океанических вод. Он устроил моря, которые готовы слиться друг с другом, но между ними преграда, и они никогда не пересекают ее. Это свойство морей, заключающееся в их стремлении слиться друг с другом, но так никогда не происходящее, было открыто учеными-океанологами совсем недавно.
Благодаря существованию физической силы, получившей название поверхностного натяжения воды, воды соседних морей, встречаясь друг с другом в проливах, не могут перемешаться. Величина этого поверхностного натяжения обуславливается различной степенью плотности морской воды. Этот фактор словно стена, которая препятствует смешиванию вод. Конечно же, уникальность сведений, ниспосланных нам в аятах Корана, заключена в том, что данное свойство морских и океанических вод было описано в те далекие времена, когда люди еще не имели никакого представления о физике воды или законе поверхностного натяжения. Коран – это откровение Аллаха, Творца и Господа всех миров. Коран является откровением Всевышнего Аллаха, сотворившего все из небытия и охватившего все своим познанием. Именно этим можно объяснить уникальные научные сведения, ниспосланные человечеству 14 веков тому назад и раскрывающиеся ученым только в наши дни, благодаря достижениям технического прогресса. В одном из аятов Корана Господь повелевает верующим: если бы он, Коран, был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий. В колоссальном тексте священного Корана не найти ни одного противоречия. Более того, все знания, ниспосланные в нем, с каждым новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете и сообщают людям все новые удивительные научные феномены. Уверовавшие же в откровение Корана должны неукоснительно следовать заповедям этого божественного писания и избрать его повеление путеводной нитью в мирской жизни. Ибо так повелевает нам Господь. И эта книга, которую мы ниспослали, благословенна. Так следуйте же ей и будьте богобоязненны, и, может быть, вы обретете. Чудеса Корана. Научные феномены Корана. «14 веков тому назад Всевышний Аллах ниспослал нам Писание, указывающее человечеству путь истины. Это священный Коран, предписания которого будут оставаться неизменными для людей до конца света и дня Господнего суда. Бесчисленное количество фактов указывает на божественную суть ниспосланного нам Писания. В первом фильме мы рассмотрели целый ряд научных феноменов Корана. В этом фильме мы продолжим изучение с точки зрения современной науки сведений из Корана, доказывающих божественную суть откровений. Мы увидим, что все во Вселенной, начиная от строения атмосферы и континентального дрейфа, пола ребенка и мельчайших составляющих молекулы, то есть все последние достижения человеческого прогресса, были сообщены в священном Коране еще 1400 лет тому назад. Знания, которые недоступны нашему осознанию и по сей день, являют собой неопровержимое свидетельство того, что эта книга поистине есть Слово Всевышнего Господа.
Разделение земной тверди и небосвода. В 20 веке научный астрономический мир единогласно признал правоту теории Большого взрыва, положившего начало существованию Вселенной. В Коране же за 14 веков до этого открытия сообщалось: «Ужель неверные не видят, что небо и земля вначале единой массой были, которую мы рассекли на части и сотворили все живое из воды? Неужто опять не уверуют они?» Переведенное в аяте как «единая масса» слово «ратк» в арабском языке имеет значение «ставшие едиными и неразрывно спаянными друг с другом» и употребляется для описания двух субстанций, образующих единое целое. Выражение «рассекли», упоминаемое в аяте, в арабском языке звучит как «фатк» и используется в языке для описания процесса рассечения и стремительного разделения субстанций, бывших до этого неразрывно спаянными. В аяте раскрывается удивительный и чрезвычайно важный научный факт – разделение земной тверди и небес. Действительно, в первый миг Большого взрыва вся материальная субстанция Вселенной была сконцентрирована в одной точке. Еще не сотворенные небеса и земная твердь также находились внутри этой единственной точки с колоссальным объемом плотности. После этого мига происходит взрыв гигантской мощности, в результате которого точка раскололась и разлетелась с огромной скоростью, в точности в соответствии с описанием аята. Вне сомнения, что 1400 лет тому назад люди не обладали еще технологиями и знаниями, которые давали бы им возможность постижения процесса возникновения Вселенной, осознания сконцентрированности всей материальной сути Вселенной в спаянном состоянии. Защитная оболочка Земли. В Коране Аллах обращает наше внимание на следующую удивительную особенность небесной сферы. «Мы сделали небеса для них охранным сводом, и все же отвращаются они от этих знамений». Указанная в Коране особенность строения небесной сферы была подтверждена научными исследованиями, проведенными в 20 столетии. Атмосфера, со всех сторон окружающая земной шар, выполняет важнейшие функции, направленные на поддержание необходимых условий для существования живых организмов и охраны нашей жизни. К примеру, она расплавляет и уничтожает приближающиеся к Земле большие и малые небесные метеоры, метеориты и другие космические тела, тем самым предотвращая их падение на земную поверхность, что повлекло бы за собой катастрофические последствия для всего живого на Земле. Атмосфера защищает Землю, на которой мы живем, от беспредельного холода космического пространства, достигающего температуры минус 270 градусов по Цельсию. Кроме того, от опасных воздействий космоса Земля защищена не только атмосферой. Вокруг Земли присутствует также и небесный слой, возникающий из действия магнитного поля Земли, выполняющий функцию своеобразного щита. Это пояса Ван Аллена. Благодаря поясам Ван Аллена Земля надежно защищена от энергетических взрывов, столь частых на Солнце, и ее радиации. В случае отсутствия поясов Ван Аллена излучаемая при вспышках энергия и радиация могли бы уничтожить все живое на планете. Иными словами, Земля со всех сторон окружена совершеннейшей охранной системой, сводом, охватывающим Землю со всех сторон и защищающим ее от всех внешних опасностей. Но что еще более поразительно, этот научный факт был сообщен в Коране ровно 14 веков тому назад. Вот как гласит один из аятов: «Он сотворил для вас землю покровом и воздвиг небеса, как купол».
В этом аяте в арабском языке для определения слова «небеса» употреблено слово «купол», однако это слово имеет еще несколько значений, в том числе и свод, кров, укрытие. К примеру, арабские бедуины обозначают этим словом постройку типа шатрового укрытия. В аяте же особо подчеркивается, что этот кров является своего рода защитой, укрытием от внешних воздействий, от атмосферных камней и космических лучей. Все эти сведения показывают, что факты, открытые и изученные современной наукой в результате долгих исследований, были сообщены людям в Коране в тот период, когда люди еще не имели никакого представления о космических средствах наблюдения, телескопах и передовых технических приборах, то есть 1400 лет назад. В VII веке человечество получило от Всевышнего Аллаха знания, которое смогло применить и осознать лишь 14 веков спустя. Слои Земли. Земная поверхность состоит из 7 слоев. Первый слой – гидросфера, то есть водный слой. Второй слой – литосфера, которая формирует земную кору. Он формирует самые верхние слои земной поверхности. Их средняя толщина составляет 80 километров. Литосфера холоднее и тверже, чем другие слои, и благодаря этому исполняет функцию земной коры. Третий слой – астеносфера, представляющий собой горячий, полутвердый, способный смягчаться и таять слой Земли. Четвертый и пятый слои – это мантия Земли, которая подразделяется на верхнюю и нижнюю. Они представляют собой слои высокой температуры из полутвердых горных пород. Высота их составляет примерно 2900 километров. Шестой и седьмой слои – это ядро Земли, которое состоит из двух разных частей. Шестой слой – это жидкое внешнее ядро толщиной в 2200 километров, и седьмой – это твердое внутреннее, или иначе субъядро. Знания человечества о подобном строении земной коры были получены в результате долгих исследований и прогресса науки и технологий лишь во второй половине XX века, тогда как в Коране Аллах сообщил нам эти знания за 1400 лет до этого дня. Аллах сотворил 7 небес и столько же из земли. Не сходит повеление Его между ними беспрестанно, чтобы вы знали истинно. Аллах мощен над всем сущим, и всеобъемлющ охват Его познания. Движение гор. Впервые на заре 20-го столетия немецкий исследователь Альфред Вегенер выдвинул предположение о том, что находящиеся на земной поверхности континенты в первоначальный период развития Земли находились рядом друг с другом, и только потом, вследствие их движения в различных направлениях, отделились и с течением времени удалились друг от друга. Было установлено, что 6 больших пластов и бесчисленное множество более мелких пластов, формирующих земную поверхность, находятся в беспрерывном движении. Земная поверхность, состоящая из земной коры и мантии, имея толщину до 100 километров, состоит из частей, именуемых пластами. Существует 6 больших и бесчисленное множество малых пластов, которые образуют, собственно, земную поверхность. Над положением теории, названной тектоникой плит, эти самые пласты находятся в постоянном горизонтальном перемещении в слое астеносферы. К примеру, площадь Атлантического океана каждый год увеличивается. Наука открыла этот факт совсем недавно. Упоминание же этого факта в Коране в VII веке нашей эры, безусловно, является еще одним научным феноменом Корана. Ты увидишь, как горы, которые ты считал застывшими, движутся подобно облакам. В Коране Аллах сообщает о горных процессах,
словом «движение». Что примечательно, ученые сегодня используют для обозначения горных процессов именно термин континентального движения. Появление столь глубоких сведений в Коране в VII веке, когда представления людей о мироздании основывались на невежественных вымыслах, ересях и предрассудках, вне сомнения также является феноменом этой божественной книги и еще одним из доказательств божественной сути ниспосланного людям Писания. Уменьшение площади Земли. Внешний слой атмосферы Земли состоит из смеси множества различных газов, прежде всего кислорода. Однако часть этих газов рассеивается в космосе из-за энергетических взрывов, происходящих на Солнце. Астрофизики узнали об этом факте впервые благодаря проекту космического агентства НАСА. Уменьшение газов во внешних слоях атмосферы Земли впервые было замечено 24-25 сентября 1998 года, то есть через 14 веков после сообщения этого факта в Коране. Ужель не видят они истинно? Мы приходим к земле и уменьшаем из ее окружения. Но теперь ужель не видят они, как мы приходим к земле и сокращаем ее по краям? То есть эти аяты, возможно, сообщают нам и об уменьшении площади суши на земле. Процесс таяния льдов на полюсах необратимо повышает уровень океанических вод на планете. По мере повышения уровня вод все большая часть береговых территорий уходит под воду, тем самым сокращается площадь суши. Можно предположить, что упомянутое в аяте выражение «сокращаем ее по краям» и «уменьшаем ее окружение» указывает на сокращение земли за счет погружения берегов под воду. Однако истина известна лишь Аллаху. Парность всего сотворенного. В 1933 году английский физик Пол Дирак, основоположник квантовой механики, был удостоен Нобелевской премии за уникальное открытие. Он доказал парность образования всех веществ в природе. Это открытие, получившее название «аннигиляция и рождение пар», доказало, что любое вещество является парой антивещества, которое имеет противоположные веществу свойства. К примеру, антивеществом является то, что электроны имеют отрицательный заряд, а протоны положительный. Коран был ниспослан на землю в VII веке, когда еще никто из людей не имел никакого представления об этом научном факте. Но в аятах ясно сообщается: «Хвала Аллаху, который в парах создал все, что жизнь рождает на земле. Попарно существуют души ваши, и все незримое, что окружает вас, и то, что доселе ваше знание не постигло». Атомные частицы. Еще 20 лет тому назад в науке существовало представление о том, что малейшими частичками, составляющими атомы, являются протоны и нейтроны. Однако развитие научных технологий привело человечество к еще одному удивительному открытию. Было обнаружено, что атомы, до этого считавшиеся мельчайшими неделимыми частицами материи, также делятся на части. К примеру, мельчайшие составляющие атома сегодня уже положили начало развитию новой области науки – физики элементарных частиц.
Физика элементарных частиц доказала, что протоны и нейтроны, составляющие атом, в свою очередь состоят из еще более мелких частиц – кварков. А вот что сообщал об этом Коран за 14 веков до этого открытия современной физики. Ничто не утаится от него, даже вес пылинки, ни в небесах, ни на земле. И то, что меньше пылинки, и то, что больше, все это истинно находится в ясной книге. Ничто не сокроется от Господа твоего ни на земле, ни в небесах, даже если и весом оно с пылинку. И то, что менее ее, и то, что более, обо всем этом сказано в ясной книге. Упомянутое в аяте слово «пылинка» означает известную людям мельчайшую частицу чего-либо. В Коране же указывается, что существует и то, что является менее этой мельчайшей частицы. Черные дыры. В 20 веке было сделано множество открытий, связанных с небесными телами и космическими явлениями. Одно из них – открытие черных дыр. Звезда, которая растратила весь свой энергетический заряд, начинает сжиматься внутрь самой себя. В результате сжатия на месте звезды образуется колоссальное гравитационное поле бесконечной плотности с массой, близкой к нулю. Это и есть черные дыры. Черные дыры не видны даже в самый мощный телескоп, ибо они поглощают фотоны, таким образом поглощают и свет, который дает нам возможность увидеть фотоны, и никак не отражают их наружу. Черные дыры не видны даже в самый мощный телескоп, ибо они поглощают фотоны, таким образом поглощают и свет, и никак не отражают их наружу. Существование черных дыр можно определить лишь по мощному магнетическому полю, которое возникает вокруг них. В Коране, в суре «Необратимое», Аллах сообщает весьма примечательные сведения о существовании исчезнувших звезд, обращая наше внимание на эту истину. Но нет, клянусь местом ушедших звезд. Истинно, это великая клятва, если бы вы знали. Звезды, обладающие огромной массой, формируют поле притяжения в космосе. Черные дыры, затягивая в себя все тела и материю, находящуюся рядом с ней, непрерывно увеличивают за счет поглощаемых тел свою плотность, а следовательно и силу притяжения. В этом смысле черноту, образующуюся на месте ушедшей звезды и затягивающую в себя все вокруг, можно сравнить с черной дырой. Именно по этой причине эти звезды стали называть черными дырами. В Коране также особо упоминается о таких звездах. «Клянусь небом и темной звездой». Как объяснить тебе, что значит темная звезда? Это звезда, пронзающая тьму. Оплодотворяющие ветра. В аятах священного Корана нам сообщается колоссальный объем информации о строении Вселенной. Вот еще один из аятов, повествующий о природе ветров, образующих дожди. «И послали мы ветры оплодотворяющими, и так низвели мы с ними воду с небес, и напоили вас ею». В аяте внимание акцентировано на ветрах, как явлении, представляющем собой первый из этапов в процессе образования дождя. До начала 20-го столетия считалось, что если ветер и участвует в процессе дождя,
то только для передвижения по небу облаков и туч. Однако современные метеорологические исследования установили, что ветры действительно играют своего рода оплодотворяющую роль в образовании дождя. На поверхности океанов и морей в результате образования пены каждое мгновение рождается бесчисленное множество воздушных пузырьков. В момент, когда эти пузырьки лопаются, мельчайшие частицы влаги величиной в 0,01 мм разлетаются в воздух. Эти частички, получившие название аэрозоли, вследствие действия ветров смешиваются с приносимой с суши пылью, переносясь затем в верхние слои атмосферы. Эти же частички, переносимые ветрами на большие высоты, соприкасаются здесь с водяным паром, который в свою очередь обволакивает собой частички. Они становятся все плотнее и постепенно превращаются в капли воды. Водные капли, сливаясь друг с другом, образуют дождевые облака, которые, переполняясь насыщенной влагой, спустя некоторое время изливают ее на землю в виде дождя или иных осадков. Иными словами, процесс формирования дождя происходит через оплодотворение ветром облаков упомянутыми частичками влаги. Причем происходит он в точности так, как описывается в Коране. Следует также упомянуть, что это знание было ниспослано людям в те времена, когда у людей практически не было каких-либо знаний о явлениях природы. Участок мозга, направляющий наши действия. Медицинские исследования, проводившиеся не так давно, привели к примечательному заключению. Оказывается, в передней лобовой части черепа человека находится участок, направляющий определенную деятельность мозга. Мотивация, планирование движений и действий, осознание и планирование человеком добрых и дурных поступков, осознание, произнесение лжи и правды происходит благодаря деятельности мозгового участка в передней лобной части головы. Он является ассоциативной частью мозга. Данные, полученные в результате физиологических исследований функций этой части головы, были описаны в научном труде «Основы анатомии и физиологии» так. Предполагается, что передняя лобная часть мозга, наряду с двигательными функциями, также является функциональным центром агрессивности. Сведения об этом участке мозга и его функциях, приведенные в Коране 1400 лет назад, современные ученые смогли открыть и логически объяснить только в последние 60 лет. Коран же гласит: «Так нет, если он не прекратит свои деяния, то мы схватим его за хохол, его лживое и грешное чело». Пол ребенка. Знаете ли вы, что определяет пол будущего ребенка? Коран гласит, что ответ на этот вопрос заключен в отце ребенка. Пол будущего ребенка определяется семенем, что низвергается в лоно матери. Иными словами, пол ребенка зависит только от клеток спермы, поступающей от отца, тогда как мать будущего ребенка никак не участвует в процессе определения пола. Истинно, он создал супругов, мужа и жену, из капли влаги, что изливается с семенем в материнское лоно. Разве не был он каплей из семени источаемого? Потом он стал сгустком, и Аллах его сотворил и придал ему облик угодный. И так мы сотворили пары из мужчин и женщин. Опытным путем было доказано, что пол будущего ребенка всецело обусловлен клеточным составом спермы мужчины и никаким образом не зависит от женщины. Фактором, определяющим пол будущего младенца, являются хромосомы. Пол будущего ребенка зависит от того, какая хромосома, X или Y, поступает с семенем отца к матери. Нет никаких сомнений в том, что до середины 20 века, то есть до того времени, как появилась генетика,
Человечеству не были известны столь тонкие механизмы зарождения будущей жизни. Напротив, во многих культурах бытовало мнение о том, что пол будущего ребенка определяется в женском организме. Известно, что в культурах многих народов женщины, родившие девочку, порой даже порицались и презирались в обществе. В то время как в Коране за 14 веков до появления генетики как науки и открытия генов содержалась истинная информация, опровергавшая бытовавшие в народе невежественные представления, и сообщала о том, что пол будущего ребенка определяется не женским началом, а мужским. Сгусток, повисший на матке. Во время слияния мужской клетки сперматозоида и женской яйцеклетки происходит образование первоначальной структуры зародыша будущего ребенка. Это одиночная клетка, которая получила в биологии название зигота. Чуть только появившись, зигота, не теряя времени, тотчас же начинает делиться и размножаться, превращаясь впоследствии в крохотный кусочек плоти. Однако зигота осуществляет свой рост не в пустоте. Эта клетка прилипает и цепляется крючкообразными отростками к стенке матки, пуская в нее свои корни, словно дерево в землю. Благодаря такому механизму плод всасывается в матку и питается всеми необходимыми ему элементами, поступающими в организм матери. Именно здесь проявляется один из удивительных феноменов Корана. Повествуя о зиготе, клетке, которая начинает расти в материнском чреве, Аллах приводит нам выражение «сгусток». «Читай и возгласи во имя Господа, Творца твоего. Он создал человека из сгустка. Читай, Господь твой щедрейший». Слово «сгусток», арабское наименование суры «Алак», обозначает нечто повисшее и цепляющееся за что-либо. Безусловно, что это выражение, столь точно описывающее механизм развития клетки зиготы в матке женщины, не является случайным, а лишь еще раз подтверждает ту истину, что священная книга Коран была ниспослана людям Аллахом. Кости, обвитые мышцами. Другим удивительным научным феноменом, приводимым в Коране, является описание этапов развития зародыша в материнском чреве. «Потом мы создали из капли влаги сгусток, и создали из сгустка кусок плоти. Потом создали из этой плоти кости и облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, лучший из творцов». В аятах нам сообщается, что, находясь в материнской утробе, у зародыша прежде всего начинается формирование костей, на которые впоследствии нарастают и развиваются мышцы. Наука, которая изучает развитие зародыша в утробе матери, носит название эмбриология. До недавнего времени в эмбриологии считалось общепринятым, что кости и плоть, то есть мышечная ткань зародыша, образуются и развиваются одновременно, что дало повод ряду ученых опровергать и подвергать критике содержание аятов Священного Корана, как противоречащих науке. Однако несколько лет тому назад в ходе микроэмбриологических исследований было установлено, что содержавшаяся в Коране информация – неоспоримый физиологический факт. Вот как этот процесс описан в одном из трудов по эмбриологии, книге «Развивающийся человек». На 6-й неделе продолжается формирование хрящевых тканей. Вместе с тем наблюдаются первые признаки отвердения, то есть появляются первые костные перегородки. В конце 7-й недели проявляется окостенение длинных костей. Мышечные клетки отделяются от ткани, окружающей кости, и образуют мышечную ткань. Таким образом, мышечная ткань разделяется на группы мышц, располагающиеся спереди и сзади костных образований.
Таким образом, упомянутые в Коране этапы, которые претерпевает зародыш человека в материнском чреве, полностью согласуются с последними открытиями эмбриологии. Один из известнейших в мире эмбриологов, профессор анатомии и клеточной биологии Торонтского университета в Канаде Кейт Мур, был одним из тех, кто установил этот научный феномен Корана. Профессор Мур, изучивший аяты Корана, повествующие о развитии и рождении человека, пришел к такому заключению. Последние 3 года я работал в комитете по эмбриологии в университете короля Абдул-Азиза в Джидде и помогал работать над комментарием открытий о зарождении человека и его внутриутробном развитии, упомянутым в Коране. Сперва я был поражен тем, что эти знания существовали в Коране в VII веке, когда еще не было даже самой науки эмбриологии. Мое твердое убеждение, что эти знания были ниспосланы пророку Мухаммаду Всевышним Аллахом, ибо большая часть этих знаний была открыта людьми только через много веков после ниспослания их в Коране, доказывает мне, что пророк Мухаммад был посланником Аллаха, Творца всех миров. О движении во сне. Как выяснилось, люди, которые во время сна очень долго остаются в неизменном положении, сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Сдавливание на протяжении длительного времени определенных участков тела сжимает и закрывает кровеносные сосуды. В результате этого кислород и иные необходимые питательные вещества, доставляемые в организм через кровь, не доходят до эпидермиса, и кожа начинает отмирать. В организме начинают формироваться раны. Их называют ранами от сдавливания или, иными словами, пролежнями. Если не лечить эти пролежни, которые возникают под кожей или мягкими тканями, или же если в них попадет инфекция, они могут стать причинами серьезных заболеваний. Более того, пролежни могут представлять человеку смертельную опасность. Для предотвращения появления пролежней, для уменьшения сдавливания тех или иных участков тела, следует часто менять его положение. Для этого существуют специальные методы ухода, например, за парализованными больными, когда каждые 2 часа их тела переворачивают и меняют положение. Важность движения человека во время сна стала осознаваться только в XX веке, тогда как знания, указывающие на важность этого явления, были предсказаны 14 веков тому назад в священном Коране. Ты думаешь, что они бодрствуют, а они глубоко спят. Мы же поворачиваем их на правый бок и на левый. В этом аяте упоминается о 7 юношах-христианах, которые были погружены в затяжной сон, продлившийся более 100 лет. Аят сообщает нам, что Он вращает тела их на правый бок и на левый, когда они спят. И этот научный медицинский факт, установленный учеными лишь в 20 веке, вне сомнения является одним из феноменов Корана. Коран – это откровение Аллаха. Все факты, рассмотренные нами в фильме, показывают нам очевидное заключение. Коран – это писание, все положения которого оказались истиной до сих пор, раскрывающей перед нами уникальность нашей жизни. Многое из указанного в Коране стало доступно нашему пониманию только благодаря техническому уровню развития жизни и науки. Вне сомнения, что Коран не может быть творением кого-либо из людей, ибо каждое его слово является воплощением безграничного знания и мудрости того, кто сотворил этот мир для нас, Всевышнего Аллаха, Господа всех миров. Аллах обращается к верующим в Коране. Поистине это Коран, слово Аллаха, и не мог он быть измышлен кем-либо. Эта книга дана в подтверждение истинности того, что было ниспослано до нее, и в разъяснение Писания. Нет в этом сомнения.
А если они говорят, что измыслил он его, то скажи им: приведите мне суру, подобную этим, и призовите на помощь себе, кого можете, если вы уверены в своей правоте. Исторические феномены Корана. В первой и второй частях фильма речь шла о множестве научных феноменов, упомянутых в Коране за 1,5 тысячелетия до их открытия и постижения человечеством, доказывающих нам божественную суть Священного Писания. Однако феномены Корана не исчерпываются лишь знаниями о сути мироздания, ибо аяты Писания даруют нам уникальные сведения и по целому ряду исторических событий. В них содержится информация о многих событиях, прошедших или еще предстоящих нам, народах и городах, исчезнувших с лица земли, царствах, войнах. Примечательно и то, что все археологические раскопки обнаруживали те или иные сведения, переданные нам за 1400 лет до их открытия, в точном соответствии с аятами Корана. Нет и не может быть никаких сомнений в том, что Коран является божественным откровением и чудом нашего Господа, дарованным людям Его беспредельной милостью, как наставление и руководство в мирской жизни. Поражение Византии. Алиф, лям, мим. Побеждены войска румов в самом низком месте земли. Но после поражения они вновь победят в период между 3 или 9 годами. Аллаху принадлежит власть над всем, что было и что будет, и возрадуются в тот день уверовавшие. Эти аяты были ниспосланы в Коране в 620 году новой эры, то есть примерно через 7 лет после сокрушительнейшего поражения византийцев-христиан от язычников-персов. Византия понесла столь тяжкое поражение, что само существование империи было под угрозой. Однако в аятах Корана сообщалось, что румы, то есть Византия, очень скоро вновь обретут победу. Некогда византийские земли Месопотамии, Киликии, Сирии, Палестины, Египта и Армении оказались под властью язычников-персов. Правители многих земель, входивших в состав Византийской империи, наместники и знать открыто восстали против императора Ираклия. Враги предвкушали бесславный конец империи, но именно в этот период Всевышний Аллах ниспослал на землю суру Румы, в которой возвестил людям, что не пройдет и 9 лет, как Византия вновь одержит победу и обретет былое могущество. Эта победа представлялась безбожникам и язычникам абсолютно невозможной, так что многие даже насмехались над словами аятов Священного Писания. Однако предсказания Корана были истиной и волей Всевышнего. Через 7 лет после того, как были ниспосланы начальные аяты из рассматриваемой суры, в декабре 627 года новой эры император Ираклий с очень малыми силами оставшихся войск совершил бросок к вратам Ниневии и чудесным образом
12-тысячная армия сасанидского Ирана была разгромлена. Уже спустя несколько месяцев сасанидский Иран был вынужден подписать соглашение о возвращении Византии всех захваченных ранее ими земель. Одним из феноменов упомянутых аятов явилось также точное указание географического места сражения. В третьем аяте суры Румы нам сообщается, что румы потерпели поражение в самой низинной местности на земле. Арабское выражение «Адна аль-Ард» в ряде комментариев переведено в качестве «ближайшей земли». Однако такой перевод не полностью эквивалентен приведенному выражению, а является лишь его образным толкованием. Выражение «эдна», означающее «низкий», в арабском языке является производным от слова «дени», что в конечном счете обозначает «самый низкий». «Ард» означает «землю». Иными словами, выражение «эдна эль-ард» означает «самое низкое место земли». Некоторые толкования Корана предпочитают переводить это выражение как «ближайшая земля», подразумевая, что она находится рядом с землями Аравии. Однако основное значение этого слова содержит важный географический факт, который никоим образом не мог быть известен во времена ниспослания Корана. Геологи установили, что самой низкой точкой на Земле является бассейн озера Лут, или иначе Мертвое море, расположенное на границе Сирии, Палестины и Иордании. И что удивительно, сражение и поражение византийцев от персов, о котором упоминалось выше, действительно произошло именно в бассейне озера Лут. Как известно, окрестности озера Лут, находясь ниже уровня моря на 395 метров, представляют собой самую глубокую впадину на земной поверхности. Что примечательно, географическое положение окрестностей озера Лут, как самого низкого места на Земле, было установлено совсем недавно, с использованием современной аппаратуры, способной производить такого рода измерения. Нельзя даже предположить, чтобы кто-нибудь из людей ранее мог знать, что озеро Лут является самым низинным участком на всем земном шаре. И тем не менее, этот район был обозначен в Коране именно так, в качестве самого низкого от уровня моря участка земной поверхности. Это является еще одним доказательством, что Коран является единственным, неизменным откровением Всевышнего. Мумия фараона. По словам историка Геродота, жители Древнего Египта были самыми набожными людьми во всем мире. Однако их вера была не религией истины, а извращенной религией многобожия. Сам эпитет «фараон» или «фир-аун» когда-то применялся по отношению к дворцу правителей Египта, но со временем значение эпитета трансформировалось и стало употребляться как титул египетских владык. Ересь египтян достигла таких масштабов, что фараон в их представлении был наместником и воплощением Бога на земле. Аллах ниспослал к египтянам пророка Мусу, Моисея в библейской традиции, дабы призвать людей отказаться от ереси и язычества и уверовать в единого Господа. Однако фараон ответил угрозами и обвинениями во лжи на призывы пророка Мусы уверовать в единого Бога. Ослепленный гордыней, фараон упорствовал в своем отрицании власти Господа до тех пор, пока гнев Господа не обрушился на него. Воды сомкнулись над ним и его войском, преследовавшим народ пророка Мусы. Мы перевели сынов Израиля через море. Фараон и его войско с ненавистью и злобой погнались за ними. Но когда воды обрушились на них и готовы были поглотить их, фараон воскликнул: «Я уверовал, что нет иного божества, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля, и я из тех, кто предал себя его воле». Но Аллах не принял раскаяния фараона в этот миг и не признал его слов о вере, сказанных перед страхом смерти. Аллах сказал: «Только сейчас ты уверовал. Теперь ты уверовал, но раньше ты не повиновался нам и был из тех, кто нечисть сеял. Сегодня же мы спасем только твое тело, чтобы ты стал назиданием для будущих поколений
и покажем всем твое тело. Воистину, многие люди не ведают наших знамений». В аяте сообщается, что тело фараона будет спасено в качестве назидания для будущих поколений, то есть тело не должно подвергнуться тлению за все эти тысячи лет. И действительно, сегодня мумия фараона хранится и выставлена на обозрение посетителей в качестве исторического примера в усыпальнице фараонов в Каирском музее. Свершилось то, что было предсказано 1400 лет тому назад. Завоевание Мекки. Пророк Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, уже после переселения из Мекки в Медину увидел сон, в котором мусульмане вошли в священную обитель в Мекке без страха и в мире, более того, совершили обхождение вокруг Каабы. Вскоре после этого Аллах, дабы укрепить своего пророка, ниспослал ему 27-й аят из суры «Победа». Аллах сообщил пророку, что сон его был верным, и если на то будет воля Господа, то мусульмане действительно вскоре войдут в священную обитель Мекки в мире и радости. Истинно Аллах утвердил истинность сна, увиденного его посланником. Если на то будет воля Аллаха, вы непременно войдете в запретную мечеть в безопасности и без страха, обрив головы или укоротив волосы свои. Аллах знал то, что вы не знали, и пожелал вам близкую победу еще до этого. Когда пророк Мухаммад сообщил об этом верующим, эта весть казалась людям невозможной, ибо верующие были вынуждены покинуть Мекку и совершить переселение в Медину из-за угрозы жизни и преследований со стороны язычников. С тех пор они не могли даже приблизиться к Мекке, ибо язычники были настроены весьма враждебно и не оставляли попыток убийства верующих даже в Медине. Однако через очень короткий промежуток времени ситуация коренным образом изменилась. Мусульмане подписали с язычниками Мекки Худайбийское соглашение, ставшее поворотным моментом в истории становления ислама, а затем очень скоро и вовсе завоевали и вошли в Мекку. Мусульмане, в точности, как и предсказывалось в аяте, вошли победителями в запретную мечеть в Мекке, священную обитель Каабу. Истинно, мы даровали тебе явную победу, так, чтобы Аллах простил все твои прошлые и грядущие грехи, завершил свою милость к тебе и направил тебя на путь праведный, и чтобы помог тебе Аллах высшей, великой победой. Гордыня и превознесение сынов Израиля. Так постановили мы в Писании для сынов Израиля: истинно вы сотворите бесчестие на земле дважды, и вне сомнения превознесетесь вы великим превознесением. Так, когда пришло время первого из обещаний, мы послали на вас рабов наших, обладающих великой силой, и они, придя, проникли в самые сокровенные места ваших жилищ. Это было слово, которое должно было исполниться. Потом мы вновь дали вам силу и мощь против них, помогли вам богатством и сыновьями и сделали вас многочисленным народом. Сыны Израилевы, как сообщается нам в Коране, в суре «Ночной перенос», 2 раза создадут смуту и бесчестие на земле. Первым бесчестием и смутой было убиение пророка Иоанна и коварный заговор с целью убийства пророка Иисуса. Сразу же после этого периода, в 70-м году нашей эры, сыны Израилевы были изгнаны римлянами из Иерусалима, и народ их рассеялся по земле в скитаниях.
Иудеи уже были разбросаны по всему миру и не имели своей государственности в то время, когда эти аяты были ниспосланы пророку Мухаммаду. Но Аллах сообщил в аяте, что по его воле сыны Израилевы еще раз обретут могущество в мире. Но в те времена божественные откровения о возвращении былого могущества иудеев воспринимались как очень далекие и несбыточные. Времена, о которых Аллах сообщил в Коране, свершились через несколько веков после ниспослания аятов Корана. Иудеи вернулись в Палестину в 1948 году и объявили о создании государства Израиль. Израиль сегодня обладает мощным политическим и военным влиянием во всем мире, причем идеология сионизма, ставшая основой государственной политики Израиля, стала причиной бесконечного террора и кровопролития в ближневосточном регионе. Именно наши дни и являются второй смутой и бесчестием, что создали сыны Израилевы. Однако следует особо упомянуть, что бесчеловечная и несправедливая политика государства никоим образом не охватывает всех иудеев. Среди иудеев есть глубоко уверовавшие, искренние и здравые люди, которые осознают безбожность происходящего и требуют немедленного прекращения этой человеконенавистнической и расистской политики государства. Сообщения в Коране за 14 веков до наших дней о ситуации, сложившейся в мире сегодня, также являются одним из феноменов Корана. Освоение космоса. Первые попытки практического изучения и открытия космического пространства получили стремительное развитие с запуском в космос первого спутника, осуществленного в Советском Союзе 4 октября 1957 года. Советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту Земли. 20 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-2», запущенный Соединенными Штатами Америки, осуществил первую высадку людей на Луну. В Коране же сообщается, что люди добьются в деле освоения космоса больших успехов и, более того, будут выходить в открытый космос. Примечательно, что эти сообщения были ниспосланы людям 1400 лет тому назад, когда человечество не обладало никакими технологиями, не говоря уже о космических аппаратах. «О сонмы джиннов и людей! Если хватит у вас силы проникнуть за границы земли и неба, преодолев их, проникните сразу же, но не сможете вы преодолеть их, пока не будет у вас высшей силы». Обратите внимание, в этих аятах подчеркивается, что люди смогут выходить в небесные высоты и проникать в недра земли при помощи высших сил. Можно предположить, что здесь содержится указание на высокотехнологичные средства, которые были изобретены людьми в 20 и 21 веке. Во второй половине 20 века свершилось сообщенное Аллахом в Коране освоение человеком космического пространства. Хаман и древние египетские письмена. В Коране наряду с фараоном упоминается имя одного из приближенных к нему слуг – Хамана. Весьма примечательно и то, что имя Хамана не упоминается, однако, в Торе, в той ее части, что повествует о жизни пророка Мусы, Моисея. Сведения, ниспосланные нам в Коране, были подтверждены археологическими открытиями спустя много веков. Вплоть до середины XVIII века ученые не могли расшифровать древнеегипетские надписи, ибо на протяжении тысячелетий этот язык был уже мертвым, и техники его чтения не сохранилось. Впервые ученые приблизились к расшифровке египетских иероглифов, когда в 1799 году была обнаружена надпись на камне, названном позднее Розетта Стоун, датировавшейся 196 годом до новой эры. С расшифровкой иероглифов люди получили полную информацию об истории Древнего Египта.
Оказалось, что упомянутое в Коране имя Хамана, одного из служителей фараона, упоминалось также и в дешифрованной надписи. Более того, в надписи подчеркивалось, что Хаман был приближенным к фараону. В словаре людей Нового Царства, составленном на основании расшифрованных иероглифов, Хаман упоминался как надсмотрщик над мастеровыми, работавшими на обжиге кирпичей. Что примечательно, в Коране сообщалось, что фараон повелел Хаману построить башню, по которой фараон намеревался подняться к Богу на небеса. Аяты Корана в точности совпадали с данными археологических открытий. «И сказал фараон: «О, знать моя, я не знаю для вас другого Бога, кроме себя. О, Хаман, разожги огонь над глиной и построй мне из кирпичей высокую башню. Может быть, я поднимусь к Богу Мусы, потому что я думаю, что он лжец». Упоминание в Коране имени древнеегипетского вельможи Хамана еще раз говорило о божественной сути происхождения Корана, ибо в нем содержались уникальные исторические сведения, которые не могли быть известны людям во времена пророка Мухаммада. Беды, обрушившиеся на фараона и его окружение. Фараон и его окружение столь сильно упорствовали в своем неверии в Бога и гордыне, что даже ниспослание к ним пророка Мусы, Моисея, и многие чудеса, явленные им, не смогли заставить их отказаться от своих заблуждений и признать власть и могущество единого Бога. Они открыто оскорбляли пророка и отрицали существование Бога, обвиняя пророка во лжи и призывая убить его. В Коране сообщается, что в ответ на это Господь сотворил для них многие беды, дабы осознали они свою немощность перед Его властью. «И мы наслали на них многие знамения ясные, и потоп, и саранчу, и зерновую тлю, и жаб, и кровь. Но упорствовали они в гордыне, и возвеличивались, и стали они грешными». В начале XIX века археологи обнаружили папирус Ипувера, принадлежавший к временам Среднего царства Древнего Египта, и смогли расшифровать его надписи, которые поразительным образом подтвердили истинность тех сведений, что сообщались в Коране. Бедствия, обрушившиеся на языческий народ Древнего Египта, в точности, как в аятах Корана, описывались и в папирусе Ипувера. Бедствия окутали всю страну. Повсюду была кровь. Река стала кровью, разрушилось все, что я видел еще вчера. Земли опустели и стояли словно вспаханные. Нижнее царство Египта было уничтожено, опустел весь дворец. Погибло все, чем владели мы, и пшеница, и рожь, гуси, и рыбы. Посевы погибли везде, разрушились города. Верхнее царство Египта погибло от засухи. Места поселения людей за мгновение превратились в руины. Город Ирам. В начале 1990-х годов первые полосы крупнейших газетных изданий мира пестрели сообщениями о важнейшем археологическом открытии. Был обнаружен древний арабский город. Открытие это было особо важным для историков, ибо до сих пор его существование вызывало сомнения, тогда как этот город упоминается и в аятах Священного Корана, и во многих исторических летописях. Это был город, в котором жили аддиты. Арабист и продюсер-документалист Клэп во время изучения истории Древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга под названием «Арабия Феликс», написанная в 1932 году английским исследователем Бертрамом Томасом. Николас Клэп решил убедиться в существовании затерянного города и тотчас же приступил к исследованию. Клэп обратился в НАСА с просьбой сделать аэрокосмические снимки местности, упоминаемой в книге Томаса.
На снимках со спутников были отчетливо видны следы дорог, неразличимые, однако, с Земли. Очень скоро он обнаружил карту, составленную в 2000 году новой эры египетско-греческим географом Баламиусом. На карте были отчетливо видны город и дороги, которые шли к нему и пересекались в его центре, причем дороги, указанные на карте, в точности совпадали с теми, что были видны на спутниковых снимках НАСА. На них была видна обширная территория, где все дороги пересекались, сходясь к одной точке. В результате долгих раскопок Клэп и его команда обнаружили древние руины, и с самого первого момента обнаружения развалин выяснилось, что они, несомненно, принадлежат упоминаемым в Коране адитам. Их взору открылись высокие колонны, которые являлись отличительной особенностью города, упоминаемого в Коране. Ученые, воспользовавшись трехмерной графической технологией, восстановили чертежи этих башен. Доктор Заринс из группы исследователей, возглавлявшей проводимые раскопки, сказал, что этот город отличался от всех иных археологических объектов наличием высоких башен и подтвердил, что обнаруженное поселение является ничем иным, как упоминаемым в Коране городом адитов Ирамом. «Неужели ты не видел того, что сделал твой Господь с народом Ада, с народом Ирама, воздвигшим величавые колонны, подобных которым не было создано ни в одной стране?» Содом и Гоморра. Пророки Лут и Ибрагим, в библейской традиции Лот и Авраам, жили в один временной период. Пророк Лут был послан Всевышним Господом к одному из народов, соседних народу пророка Ибрагима. Народ этот, как сообщается в Коране, погряз в невиданном доселе богомерзком деянии – мужеложестве. Пророк Лут, призвавший свой народ к отказу от этого порока, передал им повеление Аллаха, но народ жестоко надругался над ним и отверг его пророчество, продолжая жить в богомерзком грехе. Гнев Аллаха в наказание народу, отвергшему его увещевание, был неумолим. «Вот сказал Лут своему народу: неужели вы творите мерзость, которую никто из народов доселе не творил? Истинно, вы оставляете своих жен и приближаетесь к мужчинам с дурным вожделением. Да, вы распутный народ, преступивший меру. И мы обрушили на них карающий ливень, и посмотри, каков был конец, постигший грешников». Упоминаемый в Коране город народа пророка Лута, уничтоженный карой Всевышнего Господа, не так давно был обнаружен археологами. Это был город, упоминаемый в Торе как Содом. Результаты археологических раскопок показали, что город был основан вблизи Соленого озера или Мертвого моря, простирающегося вдоль современной Иордано-израильской границы. Археологи, проводившие раскопки в данной местности, обнаружили толстые слои вулканической серы и хорошо сохранившиеся следы некогда произошедшего здесь крупного катаклизма. Это было очень важным открытием, ибо сера является продуктом вулканического извержения, а в Коране говорится о том, что город был уничтожен сильным землетрясением и вулканическими взрывами. Немецкий археолог Вернер Келлер так описывает катаклизм, произошедший в Содоме. Во время крупного оседания, которое однажды проявило себя в этом районе, здесь произошло ужасное землетрясение, сопровождавшееся ударами молний, взрывами природных газов и пожарами, и Сиддимская долина вместе с городами лутого народа была погребена в недр земли. Оседание земной коры во время этого землетрясения освободило спящие под земной корой вулканы. В верхней долине реки Иордан и сегодня можно увидеть потухшие кратеры. Здесь на поверхности известняковых пластов расположены большие массы застывших лав и пласты базальта. Обнаруженные в ходе раскопок пласты застывшей лавы и базальта являются основными доказательствами произошедшего здесь некогда вулканического взрыва и мощного землетрясения. Содом
располагавшийся непосредственно на берегу Мертвого моря, имел чрезвычайно неустойчивую геотектоническую структуру и располагался прямо на линии разлома двух тектонических платформ. Савское царство и разлив плотины. Савское государство – одно из 4 величайших цивилизаций древности, основанное в XI веке до новой эры в Южной Аравии. Еще в пору зарождения цивилизации сабияне возвели здесь плотину и стали заниматься поливным земледелием, благодаря чему был достигнут очень высокий уровень благосостояния и процветания государства. Народу Саба, живущему в стране со столь благоприятными условиями, следовало бы питаться уделом своего Господа и лишь возносить Ему свое благодарение. Но, увы, как гласит аят, они отвернулись от увещеваний пророков и превознеслись в своей гордыне, позабыв о милостях Господа, и тогда обрушилась на них кара Господня. В 542 году новой эры Марибская плотина внезапно разрушилась, и воды затопили все плодородные земли Савского государства. В Коране Аллах сообщает нам о бедствии, которое покарало отвергших Господа сабиян. Истинно, в поселении сабейцев было знамение: 2 сада с правой стороны города и левой. И было им сказано: вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и благодарите Его. Страна ваша прекрасна, Господь ваш милосерд. Но они превознеслись, и мы наказали их разрывом плотины, и взамен 2 прежних садов дали 2 новых с горькими плодами, тамариском да лотосами кое-где. Так воздали мы им за то, что неблагодарны были они. Разве мы караем кого-либо, кроме тех, кто неблагодарен за дарованные милости? Этот исторический факт, сообщенный в Коране, полностью соответствует археологическим данным. Автор книги «И все же Библия была права», археолог Вернер Келлер, христианин по вероисповеданию, констатирует, что факт существования когда-то такой плотины, ее разрушение и нанесение урона целому городу-государству, несомненно подтверждается, и события, упомянутые в Коране об обладателях садов, в действительности когда-то имели место. Коран – это откровение Всевышнего Господа. Священный Коран есть откровение Всевышнего Аллаха, Господа всех миров, сотворившего все из небытия и охватившего все сущее своим могуществом и знанием. Одним из бесчисленных доказательств того является сообщение в аятах Корана множества уникальных научных, исторических и будущих событий, которые не могли быть известны кому-либо из людей, причем 14 веков тому назад. Каждое слово, содержащееся в Писании, и по сей день удивительным образом раскрывает нам новые грани божественного откровения и неведомые ранее знания о сути бытия. В одном из аятов Аллах сообщает нам: «Если бы Он, Коран, не был бы от Аллаха, то вы, несомненно, нашли бы в нем множество несоответствий. Нам надлежит лишь следовать божественным предписаниям и уверовать в откровение этой книги, которую Аллах даровал людям как наставление и руководство в жизни. Ведь повелевает нам Аллах: поистине это Коран, слово Аллаха, и не мог он быть измышлен кем-либо. Эта книга дана в подтверждение истинности того, что было ниспослано до нее, и в разъяснение Писания. Нет в этом сомнения. А если они говорят, что измыслил он его, то скажи им: приведите мне суру, подобную этим, и призовите на помощь себе, кого можете,
если вы уверены в своей правоте. Это благословенная книга, которую мы ниспослали. Следуйте же ей и будьте богобоязненны, и, может быть, вы обретете спасение. Чудеса Корана 4. Сотворение из горячего дыма. Несколько десятилетий тому назад ученые при помощи суперсовременных телескопов смогли обнаружить, что звезды состоят из газов, или вернее скопления облаков горячего газа. Процесс появления звезд из массы горячего газа аналогичен тому, как формировалась Вселенная. Однако еще 1400 лет назад Коран сообщил нам ясное знание, что Вселенная изначально представляла собой массу горячего газа. «И устроил он на земле горы несотрясаемые, сотворил благо на ней, и в 4 дня распределил на ней ее пропитание равно для всех просящих. Потом он обратился к небу, которое было дымом. Так он повелел ему и земле: сойдитесь добровольно или невольно. И сказали они: мы сошлись добровольно, с послушанием». Слово «дым», которое используется в вышеприведенном аяте, в арабском языке звучит как «духан». Это слово предельно точно описывает состояние горячего космического дыма, который представляет собой массу горячего газа, состоящего из летучих частиц твердых веществ. Астрофизики лишь совсем недавно обнаружили, что Вселенная в начале своего существования состояла из раскаленной газовой массы, в которой присутствовали гелий и водород. По мере того, как эта масса остывала после Большого взрыва, она начинала сгущаться и уплотняться, и в ней образовались звезды и другие небесные тела. Как видно, в Коране использовано самое точное слово для описания физического состояния Вселенной на этой стадии. В одном из научных источников, книге «Формирование Вселенной и Солнечной системы», так описывается процесс формирования Вселенной и Солнечной системы из массы горячего дыма. Через 300 миллионов лет после Большого взрыва сформировались звезды и галактики. Сила притяжения начала воздействовать на хаотическое состояние внутри уплотняющейся газовой массы. По мере того, как Вселенная ускоряла свое расширение, начавшие формироваться массы газа становились все более плотными. Внутри этих газовых масс сформировались звезды. В свою очередь, группы звезд сформировали первые галактики. 5 миллиардов лет назад сформировалась Солнечная система. Наше Солнце также сформировалось внутри газового облака, находившегося в одном из спиралевидных ответвлений нашей галактики, называемой галактикой Млечного Пути. Облака газа и космической пыли, окружавшие эту новую сформировавшуюся звезду, затем образовали планеты, спутники и астероиды. Этот процесс продолжается и сегодня. Процессы формирования звезд из газовых облаков и по сей день наблюдаются астрономами всего мира. Ниспослание в тексте Корана 14 веков тому назад столь уникальных сведений о сотворении Вселенной, обнаруженных учеными лишь в веке 20, вне сомнения является одним из многих научных феноменов Корана, доказывающим божественное происхождение этого писания. Направление вращения Земли.
В одном из аятов Корана указывается не только то, что Земля вращается, но и то, в какую сторону она вращается. Эти сведения были ниспосланы людям в Коране в VII веке нашей эры, в тот период, когда среди людей бытовало представление о том, что Земля плоская и неподвижно покоится на голове вола. «И ты увидишь горы, которые ты считал недвижимыми, застывшими, но они движутся, как движутся облака. Это творение Аллаха, кто создал все в гармонии совершенной. Истинно, Он сведущ обо всем, что вы вершите». Аят Корана ясно указывает нам, что горы, а следовательно и вся земля вместе с ними, движутся так же, как движутся облака. Как известно, основная масса кучевых облаков, находящихся на высоте 3,5–4 тысячи метров, всегда двигается с запада на восток. Поэтому прогнозы погоды всегда составляются по состоянию погоды на западе. Оказалось, что направление движения облаковых масс то же, что и направление вращения планеты Земля вокруг своей оси. Таким образом, в Коране поразительным образом указывается удивительный научный феномен. Планета Земля движется в том же направлении, что и облака, плывущие по небу, то есть с запада на восток. Причем это знание сообщается нам за 1400 лет до нашего постижения этого факта мироздания, в то время, когда люди не знали ни округлости Земли, ни о том, что она вращается вокруг своей оси, ни уж о том, что она вращается с запада на восток. Геоидные формы Земли. Люди на протяжении сотен лет думали, что Земля является собой плоскость. Действительная форма Земли стала известна лишь благодаря развитию технологических возможностей. Наша Земля круглая. Однако она вовсе не является абсолютной сферой или шаром. Земля представляет собой фигуру ограниченную, сдавленную по поверхности и вытянутую, продолженную под континентами. Эта особая геометрическая форма Земли имеет собственное название – геоид. Примечательно, что геоидная форма Земли была рассчитана и открыта всего пару веков назад, тогда как в Коране 1400 лет назад ясно сообщалось об особой форме Земли. Один из аятов гласит: «Потом Он землю распростер, растянув». Переведенное в аяте выражение «распростер, растянув» в арабском языке выражено глаголом «деха». Стоит обратить особое внимание на то, что это слово, использованное для описания поверхности Земли, использовано поразительно точно, поскольку слово «деха» происходит от арабского корня «дахв», употребляемого для обозначения глагола «вытягивать», «выправлять что-то круглое». Так, например, это однокоренное с ним слово употребляется для описания страусиного яйца и выемки в земле, куда страусы откладывают свои яйца. И действительно, геоидная форма Земли очень похожа на эллипсовидную форму страусиного яйца. Так, очевидно, использование в аяте слова «деха» указывает нам ясные знания, ниспосланные Всевышним Творцом, о форме и строении Земли. Вне сомнения, 14 веков тому назад знание людей о Вселенной было чрезвычайно примитивным, и указание в Коране столь уникальной информации, обнаруженной учеными лишь недавно, также представляет собой один из феноменов Корана, укрепляющий нас в вере, что он, Коран,
есть откровение Всевышнего Господа. Процесс фотосинтеза начинается с восходом солнца. Всем известно, что источником кислорода в воздухе, которым мы дышим, являются растения. Растения трансформируют энергию Солнца и накапливают ее в том виде, в котором человек и животные могут ее использовать. Этот механизм называется фотосинтезом. Во время процесса фотосинтеза растения потребляют из воздуха углекислый газ и, перерабатывая его, выбрасывают в атмосферу чистейший кислород. Для этого поразительного процесса растениям требуется солнечный свет. Кислород, который мы вдыхаем вместе с воздухом, является главным продуктом процесса фотосинтеза растений. Фотосинтез – чрезвычайно сложный химический процесс, построенный на удивительно малых числовых и весовых величинах, которые нам сложно даже осознать. Этот процесс запускает такое количество химических формул, что нам трудно понять некоторые из этих формул и механизмов. Мы не можем видеть этот процесс невооруженным глазом, поскольку фотосинтез происходит на уровне атомов и молекул. Существование процесса фотосинтеза было обнаружено в 1700-х годах. Однако и сейчас многие механизмы фотосинтеза остаются для людей пока непостижимой тайной. Растение вот уже миллионы лет беспрерывно осуществляет фотосинтез и перерабатывает солнечную энергию для обеспечения потребностей людей и всего живого в кислороде, питании и энергии. Самыми активными часами фотосинтеза являются утренние часы, когда солнечный свет является наиболее сильным. Таким образом, и наибольшее количество кислорода вырабатывается именно в утренние часы. Примечательно, что этот факт сообщается нам и в Коране. «Клянусь ночью, когда начинает темнеть, и зарей, когда она начинает дышать». В этих аятах использовано выражение «изетенефесе», означающее в переводе с арабского «вдыхать», «делать глубокий вдох». Выражение аята «зарей», когда она начинает дышать, удивительным образом указывает на тот факт, что кислород, являющийся наиважнейшим, жизненно важным элементом для дыхания, начинает вырабатываться в утренние часы. Вне сомнения, что 1400 лет назад люди не имели ни малейшего представления о том, что растения, используя солнечную энергию, вырабатывают кислород, который необходим для жизни людей. Причем этот процесс начинается лишь в утренние часы. Но Всевышний Господь, ведающий обо всем сущем на земле, сообщил этот удивительный факт в Коране в высшей степени мудрым образом. Сумрак морей и внутренние волны. В наше время при помощи современных технологий и измерительных приборов можно получить информацию об общей географии строения моря, об особенностях живых организмов, обитающих в нем, о процентном содержании соли, о количестве воды в море, о размерах поверхности и о глубине. Созданные с помощью современных технологий подводные аппараты и специальные приборы являются самыми главными средствами в деле получения всей этой информации. Если бы не было этих аппаратов, человек не мог бы опуститься глубже, чем на 70 метров. Поэтому исследователи
смогли изучить состояние морских глубин лишь совсем недавно. В этой связи очень примечателен аят Корана, повествующий о строении морей. Деяния тех, которые не веруют, подобны мраку глубины морей. Его покрывает волна, над ней другая волна, а над ней еще облако. Мрак один покрыт мраком другим. И если протянет руку, то и ее он не увидит. Кому Аллах не даровал света, тому нет просветления. В аяте особо примечательно упоминание, что в морях под поверхностными водами существует еще и второй тип волн, который находится под ними. Лишь недавно ученые обнаружили, что между слоями различной плотности в океане возникают внутренние волны. Внутренние волны существуют на больших глубинах морей и океанов, поскольку плотность морской воды на глубине больше, чем на поверхности. Внутренние волны похожи на внешние. Они также могут становиться меньше или больше, как и волны на поверхности. Однако внутренние волны невозможно увидеть человеческим глазом. Их можно заметить, лишь проанализировав температурные различия и различия по составу соли в нескольких участках определенного района моря. Текст аята и выше приведенный научный комментарий совершенно идентичны друг другу. Без проведенных с помощью современной техники исследований человек может знать только о существовании поверхностных волн. Знать же о волнении, протекающем в глубинах моря, просто невозможно. Однако в суре «Свет» 1400 лет назад нам ниспосылается знание о наличии второй разновидности волн, рождающейся в глубинах морей. Если проанализировать порядок описания морских глубин, приведенный в аяте, мы столкнемся с еще одним научным феноменом. Сначала идет упоминание о мраке глубин, затем о внутренних волнах, расположенных над глубинами. После упоминаются поверхностные волны, и самыми последними упоминаются облака. Здесь важно обратить внимание, что под всеми слоями располагаются именно слои абсолютной тьмы. Действительно, исследования, проводившиеся современными учеными, показали, что солнечный свет не может проходить в морскую толщу ниже 200 метров. На глубине же 1000 метров в морях и океанах царит абсолютная кромешная тьма. Вместе с тем, человек бы не смог опуститься без помощи специальных аппаратов на глубину более 200 метров и тем более остаться там в живых в условиях полного отсутствия света и установить, что в морях на такой глубине царит полный мрак. Человек может опуститься самостоятельно без помощи подводных аппаратов не более чем на 70 метров, тогда как на этой глубине солнечный свет проникает и присутствует в воде. Эта глубина не является тьмой. Таким образом, в VII веке, когда был ниспослан Коран, люди не могли, не имея никакого оборудования, подводных аппаратов и аквалангов, опускаться в глубины морей, и тем более установить, что внутри морей царит абсолютная тьма. Упоминание в Коране о сумраке морей также является еще одним из научных феноменов Корана. Образование молока. В одном из аятов Корана упоминается об образовании молока у животных. «Поистине, для вас есть назидание и в животных. Мы поим вас чистым молоком, что происходит из экскреции их желудков и крови, которые приятно глотать тому, кто пьет». Для того, чтобы яснее понять смысл аята, будет уместно вкратце рассказать о пищеварительной системе и кровообращении у животных. Пища, которую потребляют животные,
проходит в организме животного через различные этапы пищеварения, после чего полностью переваривается, и питательные элементы через стенки кишечника всасываются и поступают в кровь. Комплексные химические элементы и питательные соединения, попавшие из пищеварительного тракта в кровь, благодаря кровообращению распространяются в соответствующие органы тела. Часть веществ доставляется в мышцы и другие ткани тела, часть же попадает в молочные железы для того, чтобы преобразоваться в молоко. Поэтому кровь играет колоссальную роль в сборе и распространении по организму питательных веществ, поступающих в организм через пищу. Молоко, в свою очередь, может выработаться молочными железами только после завершения всего вышеупомянутого сложнейшего химического цикла реакций. Таким образом, люди, которые никогда не смогли бы потреблять кровь и полупереваренные питательные вещества, получают все полезные и необходимые организму человека вещества через системы пищеварения и кровообращения и в виде чистейшего белого и высокопитательного молока. Всевышний Творец создал для пользы и питания людей удивительную, сложную биологическую систему, благодаря которой мы получаем в результате цепи химических процессов в организме животного здоровый, чистый и питательный продукт. Процесс формирования молока в организме животных сам по себе является чудом сотворения. Однако не меньшим феноменом является и тот факт, что в Коране 1500 лет тому назад были ниспосланы столь уникальные и детальные сведения об удивительном процессе формирования молока. Биологический процесс формирования молока, описанный в 66-м аяте суры «Пчелы», в точности соответствует фактам, которые стали доступны нашему знанию лишь в наши дни в результате открытий биологов. Нелепо было бы утверждать, что в VII веке, когда был ниспослан Коран, люди могли иметь сведения о пищеварительной системе млекопитающих, которые требуют знания многих законов биологии и химии. И этот факт является одним из научных феноменов Корана, показывающим нам беспредельность знаний Творца. Стеснение дыхания при отдалении от земли. Для того, чтобы жить, человеку нужен кислород и атмосферное давление. Наш вдох позволяет кислороду, содержащемуся в атмосфере, попадать в воздушные пузырьки, находящиеся в наших легких. Однако, по мере того, как мы поднимаемся на какую-либо высоту, атмосферное давление уменьшается, поскольку атмосфера становится разряженной, а следовательно, снижается и уровень кислорода, поступающего в кровь. В результате этого, чем выше мы поднимаемся в гору или в небо, тем сложнее нам становится дышать. Воздушные пузырьки в легких сжимаются и сдуваются. Человек начинает ощущать стеснение и тяжесть при дыхании. Если содержание кислорода в крови становится меньше, чем необходимо организму, то в организме начинает возникать серьезные осложнения и беспокойство. Человек испытывает чрезмерную усталость, головную боль, головокружение, тошноту и нарушение сознания. На определенной высоте человек и вовсе не может уже дышать. Следовательно, для того, чтобы человек мог находиться на такой высоте, необходима дополнительная кислородная поддержка и специальная одежда. Человек, находящийся на высоте 5-7,5 тысяч метров над уровнем моря, от недостатка кислорода может потерять сознание и впасть в кому из-за затруднений дыхания. Поэтому в самолетах существует особое кислородное оборудование, обеспечивающее бесперебойное выделение нужного количества кислорода в салон.
Таким образом, по мере увеличения высоты появляется затруднение дыхания, что приводит к ощущению сдавленности в груди и в результате к удушью. В образном сравнении, представленном в аяте Корана на это физиологическое явление, чем больше увеличивается высота, тем сильнее сжимается грудь, указывается следующим образом. Кого Аллах пожелает вести прямым путем, тому открывает Он душу для ислама, а кого пожелает уклонить с пути, тому сдавливает и сжимает грудь, как будто силится тот к небесам подняться. Так Господь направляет наказание на тех, которые не веруют в Него. Безусловно, в 600-е годы нашего века древние племена, жившие на Аравийском полуострове, не имели возможности летать и забираться на 1000 метров в горы, чтобы узнать и установить экспериментальным путем факт затруднения дыхания человека по мере отдаления от земли, о чем сообщалось им в Коране. Но божественное откровение Корана, дающее людям сведения о сути земной жизни, передало человечеству это знание уже тогда. Звезда Сириус. Сириус – это самая яркая звезда на ночном небе. Она относится к созвездию Большого Пса. Астрономы подсчитали, что она находится на расстоянии 8,5 световых лет от нас. В недавнем прошлом астрономы через мощные телескопы смогли сначала предположить, а затем и обнаружить, что эта звезда движется вместе с другой звездой, спутником, которая меньше нее и невидима невооруженным глазом. Таким образом было установлено, что Сириус состоит из двух звезд – Сириуса А и Сириуса Б. Сириус А ближе к Земле. Кроме того, масса Сириуса А в 3 раза больше массы Солнца, и она в 10 раз ярче Солнца. Сириус Б является белым карликом. Он не виден невооруженным глазом, и его масса приблизительно равна массе Солнца. Однако в силу того, что его размеры лишь в 4 раза больше размеров планеты Земля, то его плотность чрезвычайно высока. Система звезд Сириус движется по направлению к планете Земля со скоростью сотни тысяч километров в час. Период обращения Сириусов вокруг Земли в точности равен нашему солнечному году, то есть 365 дней и 6 часов. Древние египтяне заметили это примечательное сходство между звездой Сириус и Солнцем и первым днем своего календаря приняли первый день появления Сириуса на горизонте с востока. Сириус становился объектом пристального внимания многих цивилизаций древности. Многие народы веровали, что эта звезда обладает некими магическими силами. Более того, некоторые племена и народы впадали в ереси язычества и начинали поклоняться этой звезде. Но ведь Сириус, так же как и все звезды, как и все сущее, есть лишь одно из творений Всевышнего Создателя, Господа миров. О звезде Сириус, название которой в арабском языке звучит как Шира, Аллах упоминает в Коране в 49-м аяте суры «Звезда». Истинно, Он – Господь Сириуса. Две звезды Сириус А и Сириус Б находятся в непрерывном движении. Обе звезды Сириуса движутся навстречу друг другу по лукообразной оси и по самым точным подсчетам сближаются на максимально близкое расстояние раз в 49,9 лет. Эти научные данные были получены астрономами известнейших обсерваторий Гарварда, Оттавы, Лейкестера и сегодня являются уже доказанным научным фактом. Самая яркая звезда Сириус на самом деле это пара звезд. Период их обращения составляет
49,9 лет. Как известно, звезды Сириус А и Сириус Б совершают цикл обращений друг вокруг друга каждые 49,9 лет и обращаются по двойной лукоподобной оси. Здесь важно обратить внимание на это обстоятельство. Две звезды, обращаясь друг вокруг друга, словно бы прочерчивают две лукообразные орбиты. Звезда Сириус упоминается в 49-м аяте Корана. В 9-м аяте суры «Звезда» мы встречаем поразительно глубокое сравнение. «Так стало расстояние между ними двумя равно 2 пролетам стрелы лука, и еще более приблизилось». Как видно, в 49-м аяте упоминается о периоде сближения двух Сириусов. Повествование в 9-м аяте суры «Звезда» указывает на две звезды Сириуса, которые сближаются друг с другом по некой лукообразной оси, причем период их сближения и составляет номера аятов в суре. Если сопоставить вместе номера аятов, то есть 49 и 9, то перед нами является чудо божественного откровения. Здесь перед нами встает еще один из математических феноменов Корана. Конечно же, 14 веков назад, когда еще не существовало даже основ астрономии как науки, люди не могли бы даже предположить, что звезда Сириус имеет еще и вторую звезду-спутник, невидимую невооруженным глазом, и что период сближения этих звезд составляет 49,9 земных лет, и сближаются они по лукообразной оси. Эти факты стали доступны осознанию ученых только в конце XX века. Удивительный научный феномен, который не мог быть известен во время ниспослания Корана, поразительным математическим образом сообщается нам в Коране Всевышним Создателем, что еще раз доказывает нам, что Коран есть откровение Всевышнего Господа, Творца всех миров. Коран – это откровение Всевышнего Господа. Все феномены, которые мы рассмотрели в этих фильмах, показывают нам очевидную истину. В колоссальном тексте священного Корана нет ни одного противоречия. Более того, все знания, ниспосланные в нем, с каждым новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете. Ни одно из сообщаемых в Коране множество научных, исторических или математических феноменов этой книги не могло быть известно кому-либо из людей в период его ниспослания. Многие из фактов Корана открылись науке и стали доступны пониманию ученых лишь в течение последнего XX века. Многие факты и сейчас еще остаются непознанными нами. Вне сомнения, подобное положение является ясным доказательством того, что Коран не мог быть написан кем-либо из людей. Коран – это откровение Всевышнего Творца, Создателя всего сущего, Всевышнего Аллаха. И смысл его оберегается Господом в неизменном виде со дня его ниспослания 14 веков назад. Скажи, и если бы все люди и джинны собрались вместе, чтобы создать подобное Корану, и даже если одни из них помогали другим, они не смогут создать ничего подобного ему. Священный Коран есть слово Аллаха, Господа всех миров, сотворившего все из небытия и охватившего все сущее своим могуществом и знанием. Нам надлежит лишь принять и следовать божественным предписаниям и уверовать в откровение этой книги, которую Аллах даровал людям как наставление и руководство в жизни, ибо так повелевает нам Господь. И эта книга, которую мы ниспослали, благословенна. Так следуйте же ей и будьте богобоязненны, и, может быть, вы обретете спасение.